Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами начинаем вебинар. Так, немножко сейчас закроем это самое. Вебинар по подготовке. Звук тогда отключи. Почему-то наушники не выключились. Немножко же подключить. Странно. По подготовке к муниципальному этапу проведения Олимпиады по информатике. Во-первых, наверное, вы уже получили требования. Должны были получить, потому что мы уже сдали требования. И сегодня мы с вами рассмотрим проведение муниципального этапа с использованием автоматизированной системы проверки решений. Но если у кого нет возможности использовать автоматизированную систему проверки решений, то не забывайте, что вы можете использовать бумажные варианты, то есть бумажный вариант задачи все равно у вас будет, бумажный вариант и решения тоже будут, вы можете самостоятельно проверять и подводить, соответственно, итоги. Единственное, что с использованием системы облегчается труд жюри муниципального этапа, и делается все это гораздо, наверное, быстрее. Но, тем не менее, старый вариант никто не отменяет, остается. Доступ к системе будет открыт с 12 до 18 часов. Вы можете самостоятельно определиться во времени проведения. Напоминаю только по времени там. Для 7-9 классов не более 4 часов, для 10-11 не более 5 часов. И я сейчас передаю слово Андрею Борисовичу Конову для напоминания. Мы остаемся на той же платформе, на informatics mmse.ru. Пока в этом году, к сожалению, не удалось нам, по времени не успели подготовить Яндекс.Контест, поэтому остаемся на этой платформе. Вот сейчас вы видите сайт, и я передаю слово Андрею Борисовичу. Уважаемые коллеги, всем доброго дня. Значит, мы планировали перейти на Яндекс.Контест, но в связи с тем, что мы не успели провести детальное тестирование системы Яндекс.Контест, мы сейчас не рискнем пока эту систему вам предлагать. На системе, на той, которую мы уже проводили, informatics.mce.ru, которую вы сейчас видите на экране у себя, мы провели у себя школьный этап. И проверили досконально все решения, все задачи, у нас работало все хорошо. Поэтому мы сейчас в этом году пока для муниципального этапа предлагаем как вариант. То есть вы выбираете сами, да, как вы будете организовывать, потому что у вас условия организации, они все в требованиях прописаны. Но поскольку есть такая возможность использовать систему автоматизированной проверки решений, то, соответственно, мы вам ее предложим. Пользоваться ею, не пользоваться ею, потому что бывают нюансы, прежде всего связанные с доступом в интернет. Поэтому вы уже определяетесь самостоятельно. Я напоминаю, что необходимо для того, чтобы в этой системе вы могли работать. Итак, первый момент. Если вы своих учащихся во время проведения Олимпиады будете использовать для своих учащихся эту систему, вы заранее должны провести два типа регистрации. Для учителя или технического специалиста, которые работают в жюри и оценивают решения детей, требуется обязательно регистрация на этом сайте как учителя и подтверждение авторизованной записи учителя. Для того, чтобы вы могли выполнить эту авторизацию, регистрацию, мы специально для вас сделали небольшую такую инструкцию. Она у нас сейчас
приложено к этому вебинару. Я вот покрупнее сделаю, чтобы было хорошо видно всем. Смысл заключается в этой инструкции в следующем. Вы проводите регистрацию учителя и в соответствии с тем описанием, которое здесь указано, вы направляете письмо авторизации учителя. Имейте, пожалуйста, уважаемые коллеги, время запасное, потому что авторизацию подтверждают за несколько дней, то есть 2-3 дня на подтверждение авторизации может уйти. На что это влияет конкретно в данной системе? Это влияет на то, что только авторизованный учитель может посмотреть решение учащегося и как система эти решения учащегося проверила. То есть конкретно результат каждого теста к направленной учащимся программе. То есть, когда учащийся направляет программу в данной системе, дает ее, да, система тестирует. Причем в разных задачах количество тестов разное. И может быть такая ситуация, что у учащегося 10 тестов, например, пройдено, а 10 других тестов, каких-то более сложные данные представлены для тестирования, система, к сожалению, вот не провела, не смогла провести. Из-за каких-то ошибок, а может быть из-за не совсем правильного алгоритма. Вот посмотреть, какие тесты прошли, а какие тесты не прошли, может только авторизованный учитель. Ну и соответственно, если вы увидите, как авторизованный учитель, вот эти результаты, да, что, например, из 20 тестов 10 тестов у учащегося зачлись в системе, да, вы, соответственно, можете ему выставить дополнительные баллы. Поэтому требуется авторизация учителя. Это первый момент. То есть важный момент, чтобы обязательно в момент проведения кто-то из технических специалистов или учителей, присутствующие, да, на этом проведении Олимпиады, были зарегистрированы как авторизованные учителя. Этим надо озаботиться заранее. В инструкции написано, там интерфейс регистрации тоже приведен. Вот я сейчас остановился на интерфейсе, обратите внимание, интерфейс стандартный, традиционный, ничего сложного там нет. Логин, пароль, которые придумываются, естественно, фамилия, имя, город, страна, электронный адрес, учебное заведение. То есть все эти вещи достаточно стандартные, достаточно простые. Далее. Хочу обратить ваше внимание на единственный нюанс, который в этом описании у нас приложен. То есть здесь указано, что чтобы получить статус авторизованного учителя, зарегистрируйтесь как учитель и пошлите письмо на адрес andrey.шестимеров@gmail.com. Я надеюсь, вы догадаетесь, что слово dot это означает точка, просто надо заменить на точку. А АТ это, естественно, наша собачка, которая используется в адресах электронной почты. Но это вдруг, если кто-то, может быть, подзабыл эти вещи, вот эти обозначения, вот они как бы здесь указаны. Наверное, пожалуй, по регистрации учителя, наверное, и все. Вторую регистрацию, которую нужно будет провести, это нужно будет провести регистрацию учащихся. У нас с вами учащихся на данный, на текущий момент, ну, пока мы, может быть, не знаем, кто придет, кто не придет. Поэтому нам нужно подготовить для этой системы, то есть провести регистрацию чистых логинов с обобщенным названием. Что такое чистый логин? Имеется в виду, что мы не знаем, какая школа, мы не знаем, какой учащийся, поэтому условно будем их обозначать, там, например, логин там первый, логин второй, логин третий и так далее, и так далее. Количество логинов должно соответствовать или быть немножко больше, чем количество участников, которые придут к вам работать вот в этой системе информатики НСМИ. То есть, если, например, у вас заранее известно, что в муниципалитете у вас участвует 20 человек детей, то, соответственно, подготовьте логинов на всякий случай с запасом, например, 25 чистых логинов.
Регистрация логинов для детей аналогична регистрации логинов для учителя. Единственное, что обратите, пожалуйста, внимание, вот сейчас с правой стороны у меня выделено красным цветом на картинке у вас, да, есть просто регистрация, это регистрация для детей, есть регистрация учителя. Не рассматриваем с вами регистрацию сейчас команды. Каким образом желательно зарегистрировать? Обратите, пожалуйста, внимание на описание маски логина, которую я сейчас на экране открыл. Надеюсь, что всем хорошо видно, а кому не видно, тот, естественно, скачает файлик и посмотрит. Значит, когда вы будете регистрировать логин, вы его указываете так. Английские буковки РК, что означает Республика Коми. Дальше ставим год 2017. Дальше через дефис указываем ваш город, например, Воркута. И еще раз через дефис номер участника, например, 1. Таким образом, для Воркуты логины будут следующие. РК 2017, дефис Воркута, дефис 1. РК 2017, дефис Воркута, дефис 2 и так далее. Вы создаете столько логинов, сколько к вам придет участников, плюс небольшой запас. Для чего нужен запас? Нужен запас для того, что если, возможно, в каком-то логине вы неправильно забили пароль и потом его, естественно, забыли, чтобы вы могли просто этот логин откинуть без всяких сомнений и использовать следующий чистый свободный логин. Ну, например, для Ухты, соответственно, да? РК 2017, дефис Ухта, дефис 1, РК 2017, дефис Ухта, дефис 2 и так далее. Я объясню, почему обязательно должно начинаться с РК 2017. Поскольку мы олимпиады проводим часто, то для того, чтобы найти сразу много одинаковых логинов, мне нужно тоже поиск проводить по маске. Поэтому я и прошу вас выполнить регистрацию логинов по вот такой маске, которую мы с вами сейчас на экране видим. Я надеюсь, это понятно. Пароль может быть произвольный. Кстати говоря, насколько я понимаю, насколько я помню, пароль может быть абсолютно одинаковый для всех вот этих вот логинов. То есть какой вы создадите пароль, такой и будет. Дальше. Остальные поля. Давайте посмотрим с вами, какие поля при регистрации еще потребуются. У меня отдельно прямо сделано экранчик. То есть дальше, соответственно, будут фамилия, имя, город, страна, e-mail, школа, класс, год выпуска. Ну, год выпуска, я думаю, это понятно. 18-й год вы можете поставить, ничего страшного здесь нет. Фамилия, имя. Уважаемые коллеги, пожалуйста, себе сейчас на всякий случай отметьте, что в таблице результативности, которую вы будете видеть, будут отображаться не логины, а будут отображаться именно фамилия и имя. Поэтому там, где есть поля фамилия и имя, у каждого логина мы прописываем вместо фамилии участник 1. Ну, соответственно, можно продублировать имя участника 1, если хотите. Поля эти запомнить надо обязательно, они у нас со звездочкой идут. И надо, чтобы было так, соответственно, если вы написали, допустим, РК 2017, дефис Воркута, дефис 1, то фамилии пишите участник 1. В имени, например, тоже участник 1. Таким образом, логин и номер, который вы укажете в фамилии, два номера, да, они должны совпадать. Вам будет проще потом определиться по таблице, кто из ваших детей, Иванов, Петров или Сидоров, соответственно, был под участником номер 1, под участником номер 2 и так далее. Это важный нюанс. Итак, отметьте себе, пожалуйста, в таблице результативности показываются фамилия и имя, указанные при регистрации. Исходя из того, что мы с вами заранее делаем чистые, да, логины, то мы здесь указываем именно участник номер 1, участник номер 2 и так далее. Вот таким вот образом вы проводите регистрацию. В принципе, какую вы школу укажете, неважно, какой вы класс укажете, неважно совершенно. То есть остальные вот данные, они не отображаются в таблице результативности. Вот. Ну и e-mail, естественно, вы можете поставить для всех логинов абсолютно одинаковый. E-mail используется традиционно для восстановления пароля, если вы пароль забыли у какого-либо логина. Далее. На что еще хотел обратить внимание при регистрации участника, вот этих чистых логинов, как бы, да?
Значит, вот я написал здесь, обратите, пожалуйста, внимание, на экране сейчас открыл, важно, да, поле, фамилия, имя, заполняем участник 1, участник 2 в соответствии с номером логина. Все регистрационные данные вы сохраняете, нажимаете кнопку «Сохранить». Не забудьте, пожалуйста, в дальнейшем проверить, что вы можете с этим логином и паролем зайти в систему. Обязательно. Потому что вдруг вы что-то неправильно набиваете, какие-то буквы неправильно сбиваете, особенно если у вас много будет участников, например, 40-50 участников, вам надо зарегистрировать 40-50 логинов, не забывайте их, пожалуйста, проверить. Теперь дальше. Вот то, что я написал, обратите, пожалуйста, внимание, что каждый муниципалитет регистрирует чистые логины муниципального этапа по вышеуказанным правилам. По количеству участников муниципального этапа с небольшим запасом. Вот этот перечень логинов, который вы создаете 20, 30, 40 логинов, сколько вам нужно будет, да? Мне для создания таблицы результативности будут нужны заранее. То есть мне нужен сам список. Мне не нужны пароли. Мне нужен просто список логинов. Давайте договоримся так. Если вы хотите таблицу результативности увидеть у себя, именно по вашему муниципалитету или муниципальному образованию, то не позднее 20 ноября, а лучше все-таки еще пораньше, вы должны список логинов отправить мне на адрес, который указан на экране. Английские буковки ICT, дефис IMC, собака, Mail.ru. Ну, если сокращенно, то есть вот, ИКТ и МЦ, то есть информационно-коммуникационная технология, дефис, информационно-методический центр, это мой адрес почтовый, по которому я принимаю все ваши письма и могу на них ответить. И сотовые телефоны я на всякий случай свои тоже указал. То есть, если будет такая необходимость, вы мне послали, я вам ответил, например, что ваши, допустим, логины все вбиты. Вот. И если хотите, вы можете мне отзвониться, соответственно, я могу с вами проговорить, там нюансы какие-то и так далее. Как проверить, что ваши логины все работают? Значит, я так думаю, что к следующей неделе мы откроем в системе уже тестовую задачу. Она будет одна. Она будет простая. Задача будет рассчитана, ну, условно говоря, на 5 строчек решения. И если вы хотите увидеть, как сформировалась ваша таблица результативности, вы можете взять какой-то логин, а можете все логины прогнать, зайти с ним и в этой тестовой задаче посадить правильное решение. И, естественно, в таблице результативности вы увидите, что появится этот логин. В дальнейшем, соответственно, при выполнении муниципальной олимпиады логин отображается в таблице результативности, как только будет отправлена хотя бы одна, даже неправильная задача. То есть одно неправильное решение. То есть как только логин отсылает к системе какое-то решение, он сразу отображается в таблице результативности. Пока ни одной посылки не было, соответственно, логин в таблице результативности не отображается. Поэтому, если вы понимаете, что в таблице результативности вы свой логин не увидели, вернее, не свой логин, а логин учащегося, это означает, что с рабочего места учащегося не было отправлено ни одного решения. Вот таким вот образом. Теперь дальше. Ну, небольшие здесь я еще пояснения детальные сделал, сослался на рисунок там один и так далее. Действия учащегося при решении задач мы здесь описали, то есть они достаточно простые. Когда ребенок зашел в систему, он, соответственно, должен прочитать условия задачи. Очень важно обратить внимание на то, в каком виде должны выводиться результаты. То есть, если должен выводиться текст, выводим текст. Ну, например, если ответом решения задачи должно быть yes или no, текст должен быть именно такой. Система очень критична к выводу текста на экран. Если учащийся сделает, например, yes или no маленькими буквами, а в описании было большими буквами, то система такие решения не примет. Или, вернее, зачтет ошибку. Поэтому очень важно посмотреть. И, если что, откомментировать учащимся, в каком виде должен выводиться ответ. Если не должно быть текстовых каких-то пояснений, то ни в коем случае дети не прописывают к выводимым данным
что, дескать, результат работы программы, число и дальше переменная. Ни в коем случае никаких текстовых комментариев они не выводят. Все текстовые комментарии, которые не относятся к решению, система воспринимает как ошибку. И тогда ни один тест, естественно, такая программа, такое решение не пройдет. Вот это внимательно. Естественно, это я вот здесь написал. Теперь дальше. Когда учащийся прочитал условия на экране, да, в системе, то, естественно, в оболочке языка программирования или среди программирования он создает программу для решения задач. Очень важно, что он сохраняет эту задачу, запоминает путь до файла, потому что в дальнейшем ему надо будет сейчас в системе указать этот путь. И уже в самой системе на сайте informatica.me.ru под условием задачи он нажимает кнопку «Выбор файла» и указывает файл своей программы. Следующее, что должен обязательно сделать ребенок, это указать тип программы, а вернее название языка программирования, в который он создал свое решение. По умолчанию система может оставить, например, язык FreePascal, а ребенок написал программу на Python, и, конечно же, система такую программу не проверит. Ну, а при проверке она даст неправильный ответ. Итак, файл выбрал, указал название языка программирования, например, FreePascal, нажал кнопочку «Отправить». И, уважаемые коллеги, после того, как ребенок нажимает кнопочку «Отправить», система какое-то количество секунд, ну, условно говоря, 10-15 секунд, проводит тестирование данного решения, то есть прогоняет тест. Поэтому через 10-15 секунд или через минуту ребенок должен нажать кнопочку «Обновить», или, как мы с вами знаем, в браузере клавиша F5 функциональная. В результате обновляется экранчик, и он видит свои результаты. Очень важный момент. Если у ребенка неправильно решена задача, он это увидит. А вот насколько правильно решить, то есть если частично хотя бы сколько-то тестов задача проходит, вот этот результат он, к сожалению, не увидит у себя. Поэтому обязательно нужно сделать вот какую вещь. На экране, в той аудитории, где проходит автоматизированное вот это вот решение, да, задачи, где проходит олимпиада, должна быть выведена с сайта, вот, на котором мы решение проводим, да, таблица результативности. В таблице результативности у вас будет, соответственно, указан логин, ну, например, РК 2017 Воркута 1, и у ребенка по этой задаче, задаче А, может стоять, например, плюсик, это если задача полностью решена и все тесты пройдены правильно. У него может стоять, соответственно, минусик, это если задача не решена, то есть неправильно. И обычно рядом с минусом стоит еще циферка 1, 2, 3, 4, которая означает, сколько раз ребенок отправлял задачу на тестирование. Например, минус 5 означает, что 5 раз он отправлял задачу на тестирование, и во всех случаях задача полностью не решена. Или, например, плюс 5. Это означает, что 5 раз он отправлял неправильно, 6-й раз система проверила задачу и приняла ее полностью. Поэтому плюс и 5 неправильных попыток. Итак, дальше. Теперь следующий момент. Еще раз прошу вас предупредить учащихся, которые работают в системе, о запрете использования вывода текстовых комментариев вместе с переменными. То есть нельзя ни в коем случае, например, как мы учим иногда детей на уроках программирования, написать, там, ввести какие-то данные и потом ожидать ввода переменных. Это будет ошибкой. Понятно, да, надеюсь? Если вопросы будут, вы еще потом, соответственно, спросите. Вот это что касается соответственно, вот регистрации и работы детей. Вопрос есть по частичному решению. Это то, что вот я говорил. Значит, смотрите, если в системе задача прошла 10 тестов из 20, то задача в таблице результативности будет показываться все равно минусом.
После того, как вы закончите Олимпиада, вы можете посмотреть у каждого ребенка подробные протоколы по каждой задаче, и вы можете, естественно, принять решение, принимает это жюри, например, за 10 пройденных тестов из 20, поскольку это будет, ну, условно говоря, 50%, вы можете своим решением принять такое решение, что вы ставите ему 50% от максимального количества баллов. Но традиционно, я сразу скажу, что в этой системе за каждое решение, то есть, например, первая задача, вторая задача, если полностью задача решена, максимальное количество баллов, которое ставится, это 100. Поэтому, если у ребенка из 20 тестов, например, 10 тестов система показала, что он решил правильно, вы можете ему поставить, допустим, 50 баллов. Но увидеть, я напоминаю еще раз, увидеть это может только авторизованный учитель. Понятно, да? Дальше поехали. Значит, по регистрации, значит, два вида регистрации мы с вами разобрали. Регистрация учителя плюс авторизация и регистрация чистых логинов для учащихся. Тоже мы с вами разобрали. Все это тоже вот здесь у нас написано. Если отдельные вопросы какие-то будут, то, естественно, можно посмотреть. Теперь дальше несколько слов буквально по самой системе дистанционной подготовки. Я постараюсь сейчас сделать максимально крупно. Надеюсь, что у вас будет видно хорошо. Если будет видно не очень хорошо, вы, пожалуйста, напишите. Я постараюсь сделать еще крупнее. Итак, я напоминаю. Интерфейс программы многим уже кому-то знаком, кому-то нет. Итак, сайт дистанционной подготовки по информатике. Может быть, на всякий случай даже, ну, там в описании у меня приведено, вы посмотрите, в вордовских файликах есть. informatics.mccme.ru. Интерфейс состоит из нескольких элементов. В данном случае это слева элементы меню, то есть для выбора каких-то действий. По центру перечень всех курсов дистанционной поддержки программирования. Справа, соответственно, какие-то новости, дополнительные элементы. Надо сказать, что курсов дистанционной поддержки на этом сайте огромное множество. Поэтому мне кажется, что не лишним будет сказать особые слова благодарности команде проекта. Это Центру педагогического мастерства и Московскому центру непрерывного математического образования, которые создали такой замечательный ресурс. Нам с вами нужно для работы по списку всех этих перечней курсов опуститься в самый-самый-самый низ. Вот я сейчас опускаюсь вниз очень быстро и показываю, что внизу мы видим. Внизу в списке в перечне курсов, третий снизу, мы видим раздел, который называется «Личные олимпиады». Это как раз наш с вами раздел «Личные олимпиады». В него нужно будет зайти. Когда вы открываете личные олимпиады, то в списке курсов личных олимпиад, третий опять же снизу, есть раздел, который называется «Республика Коми. Олимпиады». Ну, как бы здесь трудно будет ошибиться, потому что Республика Коми Олимпиады, естественно, все прекрасно понимают, что нам нужно. И в результате мы с вами увидим вот такой вот блок, который называется «Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников по информатике в Республике Коми». Естественно, здесь будет у нас вот описано. Вот сейчас у нас, поскольку задачи сейчас не заложены никакие, да, сделаны только лишь разделы, я могу смело вам писать. Обратите, пожалуйста, внимание, идет описание Республика Коми 2017-2018 учебный год, муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников по информатике. Ну и дальше указано, да, что это задачи муниципального этапа, правила работы. Вот это будут видеть дети. Поэтому здесь, может быть, еще раз просто внимательно попросить, чтобы они прочитали для себя вот это описание. То есть, еще раз то же самое, что уже было. Повторить, да? Прочитайте задание, выберите задание, которое собираетесь решать, запишите необходимые для решения задачи данные, продумайте алгоритм решения задачи, запустите среду программирования, например, FreePascal, напишите программу, ну и так далее. Да? То есть то же самое. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь и как здесь указано. Смотрите.
Программу, которую учащиеся сохраняют, мы у себя в Сыктывкаре именуем обязательно. Например, если ребенок у меня из 36-й школы, то название файла программы, не путаем с логинами, да, это файл программы, то есть это файл решения. Мы делаем так, 36, дефис Иванов, дефис А. То есть 36-я школа, фамилия Иванов, задача А. Или, например, ТХЛ, технологический лицей, Иванов, задача Д. Да? ТХЛ, дефис Иванов, дефис Д. Имя программы, которую он сохраняет на компьютере, для вас, уважаемые коллеги, будет очень важно. Почему? Если что-то в системе не проверится, задача потеряется. У нас такого не было, ну вдруг, да, всякое может быть. Разрыв связи, там, интернета, еще чего-то и так далее. У вас все задачи на компьютерах должны сохраниться до окончания заполнения протокола жюри. То есть вы, соответственно, будете проверять, и если вам потребуется какую-то задачу посмотреть, желательно, чтобы они все были проименованы так, чтобы вы понимали, что ребенок, который участник у вас задачу делал, это ребенок из такой-то школы, фамилия у ребенка там Иванов, Петров, Сидоров, и, соответственно, у него столько задач, сколько он решил, там задача А, задача Б, С, например, там Д и Е. Таким образом, на каждом компьютере после ухода ребенка останутся оригиналы его решений. У вас могут быть нюансы, могут быть какие-то спорные моменты в жюри, могут быть апелляции от детей. Поэтому, естественно, эти задачи сохраняются до момента окончания всей процедуры Олимпиады. В случае, если будут какие-то апелляции, вы должны будете оперировать именно этим решением. Далее указано, соответственно, в самой системе, когда файл ребенок сохранил, он нажимает выбор файла, нажимает кнопочку «Отправить». Вот то же самое, что я объяснял. Обновляет страничку, смотрит ваше решение. И написано, что если результат отрицательный, необходимо проверить типы объявленных переменных, правильность чтения данных, то есть что он там указывал, read или read-ln. Это такие нюансы, которые иногда встречаются. И опять же, внимание, в программе нельзя ставить комментарии к вводимым или вводимым переменным. То есть то, что я уже сказал. Текст системы Informatics MCCME обрабатывается неправильно, он считает все текстовые выводимые данные, если они не прописаны в условии задачи, он считает ошибками. То есть комментарии мы к выводимым данным не ставим, и детей надо обязательно предупредить. И обратите, пожалуйста, внимание, что преимущество этой системы заключается в том, что ребенок может отправлять, неоднократно посылать программу на этот сайт для проверки. Засчитывается, естественно, последнее правильное решение. Ну, не то чтобы последнее, то есть если ребенок, например, из нескольких решений там в середине отправил, допустим, почти совсем правильно, а потом сделал хуже, да, то жюри имеет право принять, конечно, то решение, которое оно посчитает. То есть может зачесть, например, третью задачу, где максимальный балл ребенок зарабатывает, да, это решение жюри. При одинаковом количестве баллов жюри Олимпиады может учитывать и количество неправильных попыток. Это зависит тоже от вашего жюри. Вы в системе по таблице результативности количество неправильных попыток обязательно увидите. И вот здесь еще обращаю ваше внимание, что для детей специально написано, что обязательно проверяем у организаторов Олимпиады прохождение всех тестов по таблице результативности на этом сайте. В таблице должен появиться плюс, только при таком условии засчитывается максимальное количество баллов за задачу. Это, наверное, я уже объяснил, это уже понятно. Да? То есть, если задача прошла все тесты, все таблицы результативности появится плюс. Вот таким вот образом. Теперь, уважаемые коллеги, вот исходя из того, что я сказал, да, и я прошу прощения, немножко отвлекся. Обратите, пожалуйста, внимание, что внизу вы сейчас видите сереньким, они закрыты на данный момент, хотя они, я сразу говорю, это пустые, там задач пока нет. Наборы задач будут, соответственно, РК, Монэтап, 7-8 класс. И тут нужно понимать, что вы должны подсказать деткам 7-8 класс, что они вот работают у вас вот в этих задачах, да? Дальше РК, Монэтап, 9-11 класс. И вы должны подсказать деткам, что 9-11 класс работают вот этих задачах. И будет одна простая тестовая задача, которую решит любой человек, знакомый с программированием. Она будет исключительно для того, чтобы вы могли, если хотите, проверить свои логины на тестовые задачи и посмотреть, что тестовая задача вместе с вашим логином появляется в таблице результативности.
Еще раз говорю, скорее всего, с 13 числа, вот с следующего понедельника, тестовая задача уже появится в открытом доступе. Теперь дальше. Вот так вот выглядит система. То есть сложностей вроде бы здесь таких больших каких-то нет. Единственное, главное, чтобы работала у вас обязательно связь. Связь имеется в виду интернет-связь, чтобы доступ был к этому сайту и чтобы она не пропала. Вот, пожалуй, таким вот образом. Теперь обратите, пожалуйста, внимание, у нас были в прошлом году нюансы. Я хочу, чтобы вы при организации самой Олимпиады правильно распределили свои силы. Так, первое. Естественно, у вас должен быть кабинет с компьютерами, где будут сидеть учащиеся, которые решают вот эти задачи. Конечно же, на них должен быть доступ к данному сайту, в интернете к данному сайту. Естественно, уважаемые коллеги, не первый год возникает проблема, что приходят дети на Олимпиаду и просят какую-то особую среду программирования, например, C++. Уважаемые коллеги, проведите, пожалуйста, предварительную работу. Выявите, на каких языках будут работать дети на Олимпиаде, и обязательно поставьте все необходимые языки на все компьютеры, потому что мы не знаем заранее, куда ребенок сядет. Из распространенных языков, которые нам нужны, это язык Паскаль АБЦ, дети работают в нем. Соответственно, Free Паскаль может быть, соответственно, C++, соответственно, язык Python. В большинстве случаев можно найти бесплатные аналоги в сети интернет или условно бесплатные и установить на ваших компьютерах. Вот это нужно в первую очередь проверить, что все они работают. Второй момент. Когда у вас дети приходят в кабинет, вы, соответственно, их рассадите по местам, подготовьте распечатки с логином и паролем. Понятно, что у каждого ребенка будет только свой логин и свой пароль для входа. Естественно, со своим логином и паролем дети должны зайти немножко заранее, хотя бы минут за 15 до начала Олимпиады. Потому что если ребенок по каким-то причинам не может с этим логином и паролем войти, вы обязаны быстренько ему предоставить чистый дополнительный логин и пароль. Могут быть такие нюансы, делайте это заранее. Ровно в 12 часов у нас откроется доступ к самим задачам. Соответственно, как только открывается доступ к самим задачам, дети начинают работать. Но представьте себе ситуацию, что у вас, допустим, в середине где-то дня, ну, допустим, в 14 часов, неожиданно отключился интернет. Для того, чтобы дети могли продолжить работу, у вас под рукой должен быть обязательно бумажный вариант задач. Так, чтобы детям можно было дать в бумаге эти задачи, и они могли пользоваться. Кстати говоря, при желании вы можете сразу раздать им и бумажный вариант задач тоже. То есть, чтобы у них и в электронном виде, и в бумаге было, вот задачка была перед собой. Для кого-то, я объясню, это просто для кого-то из детей, это на самом деле удобнее. То есть, кому-то проще воспринимать не с экрана, а именно с бумаги. Далее. Соответственно, когда выполняется уже работа детей, не забудьте, что должен быть в кабинете технический специалист, который выводит на экран таблицу результативности, и предупредите детей, что как только они сдали задачу, чтобы они вас предупредили, что задачу сдал. Тогда технический специалист обновляет страницу с таблицей результативности, и по таблице результативности вы сразу видите, задача сел, и ребенок, соответственно, сразу видит, задача села или нет. Я напоминаю, что на решение, на тестирование задачи уходит иногда несколько минут, поэтому обновлять периодически желательно. И как только у ребенка появляется плюс, не надо, конечно, громко кричать, вы можете подойти, и организаторы могут подойти и предупредить, что у тебя вот такая задача, посмотри, пожалуйста, плюсик сел, переходи к следующей задаче. Вот таким вот образом. Ну и в результате, по окончании вашей Олимпиады, то есть, ну, допустим, вы проводите ее, условно говоря, например, 4 часа, допустим, с 12 часов до 16 часов,
В 16 часов прекращается, естественно, вся работа. И, соответственно, таблица результативности у вас на 16 часов снимается. Значит, поскольку задания у нас с вами будут доступны, потому что все же по-разному, кто-то с 14 часов начинает Олимпиаду, кто-то с 12, то есть здесь я не могу ничего сказать. Поскольку задание, сама Олимпиада у нас закроется, если я правильно помню, Вячеслав Алексеевич меня может поправить, в 18 часов ровно вечера, то после 18 часов, после окончания работы технической вот этой вот системы, вы можете также посмотреть еще и протокол решения у любого ребенка. То есть, если у вас есть сомнения, вы можете в протоколы в системе зайти и посмотреть. Для этого вам нужно будет выбрать посылки ребенка и увидеть, соответственно, в этих посылках в списке всех детей, своего ребенка, или вернее логин, с которым ребенок решал, там был участник, и, соответственно, увидеть, как он решал. Поэтому, уважаемые коллеги, я бы очень вам еще рекомендовал следующий момент. Вернусь чуть-чуть назад, чтобы вам было удобнее. Вот когда мы с вами говорили о том, что при регистрации вы указываете фамилию и имя участника, участник 1, пожалуйста, ставьте там, где фамилия и имя, еще и название города. Ну, например, Воркута участник номер 1. Можно сделать даже так. Фамилия, например, Воркута, а имя участник 1. Я объясню почему. Дело в том, что когда у вас у всех, представьте себе, будет в списке детей в посылках, в результатах решений, у вас будет у всех одинаково участник 1, да, то вы не узнаете, где ваш участник 1. А если вы проставите, например, Воркута и дальше участник 1, да, то тогда вы будете знать, что это ваш участник номер 1, а не его участник номер 1. Понятно, да? То есть при регистрации я рекомендую указывать там, где фамилия и имя, хотя бы в одном месте. Там, например, где фамилия. Еще указывать и город. Вот таким вот образом. Значит, по окончании вы можете посмотреть результаты. И, соответственно, вот я предлагаю такую примерную вам таблицу для для такой рабочий протокол заполнить. Да? Очень важно при уходе из класса, из кабинета участника отмечать его время окончания работы. Уважаемые коллеги, безусловно, не исключены такие попытки, когда ребенок закончил, например, за 1,5 часа Олимпиаду, решил одну задачу, а потом пошел домой, зашел в эту же систему с тем же логином и паролем, он же их помнит, и попытался решать еще 2-ю, 3-ю, 4-ю задачу и так далее. Тогда вы сможете отсечь вот эти попытки за рамками Олимпиады только по времени окончания работы участника. Или, как вариант, участник ушел, сразу же у него поменяли в этом логине пароль. Ну, то есть на какой-то другой, там на 1 единичку исправить и так далее. Вот как вариант такой. Вот такой примерно протокол, вы сейчас видите его у себя на экране, вы можете заполнить. Школа, класс, ФИО, логин в системе, ну и так далее. Да, вот результаты, количество попыток, время окончания участника, итого решено задач, количество баллов, ну и, соответственно, потом проставить место. Вот так это примерно может выглядеть. Ну, соответственно, отдельно там 9-11 классы, 7-8. Хотя, уважаемые коллеги, я напоминаю, что в соответствии с правилами проведения Олимпиады мы результаты подводим по каждой параллели. То есть отдельно по 7, отдельно по 8, отдельно по 9, отдельно по 11, по 10, отдельно по 11. Вот. С чем еще сталкивались? Ну, сталкивались, проблема была, что технический специалист, который присутствовал при проведении Олимпиады, не имел авторизованного доступа. Уважаемые коллеги, значит, если вы не можете каким-то образом получить информацию о, соответственно, решениях, есть какие-то спорные моменты, значит, соберитесь вместе с жюри. Обязательно кто-то, член жюри, у вас должен иметь авторизованный доступ учителя, и посмотрите протоколы решения ваших детей. Тогда вы, соответственно, увидите, что у вас
ну, допустим, какие-то протоколы там, и вы увидите, как он решал эти задачи. То есть есть у него более результативные попытки. Зачем нужно количество попыток? В принципе, количество попыток, но представьте себе, у вас два ребенка решили все 5 задач. Ну, талантливые, замечательные дети. Но, допустим, задача 5. Один ребенок решил ее с 2 попытками, то есть 2 раза неправильно отправил, да? А второй ребенок использовал 8 попыток. 8 раз неправильно отправил задачу. Это может стать основанием для того, чтобы присудить, например, победителя тому ребенку, у которого при одинаковом количестве баллов меньшее количество попыток при решении задач. То есть может быть такое основание. Если вам вот так получилось, что все дети имеют разное количество баллов, абсолютное, да, и количество попыток ни на что не влияет и вам не нужно, то в рабочем протоколе вы можете не заполнять. Но обратите, пожалуйста, внимание, что это именно рабочий протокол. Ваш итоговый протокол может не содержать логины в системе. Итоговый протокол у вас может не содержать, например, там, количество попыток, время окончания работы участника. Да? У вас в итоговом протоколе, например, может быть указано общее количество баллов, сколько он набрал, и, соответственно, место участника. Понятно, да? То есть я это делаю именно как рабочий протокол. Мне очень удобно, что во время самой Олимпиады я могу быстро вот это все потом посмотреть. Понятно, да? Так, пожалуйста, коллеги, еще вопросы? Значит, будет ли учитываться количество пройденных тестов? Если вы, то есть ваше жюри муниципальное, да, считает, что нужно посмотреть количество пройденных тестов, то после окончания Олимпиады, то есть в 18 часов, допустим, закроется задача, вы можете спокойно посмотреть протоколы всех решений, имеется в виду в системе протоколов, да, не вот наши, не бумажные протоколы, а те протоколы, которые в системе находятся. Можете увидеть, сколько тестов всего, по протоколу это видно, допустим, 20 тестов, да? Вы сможете увидеть, сколько решений у ребенка тестов прошло, например, 10, половину. И в зависимости от этого вы можете поставить, например, от 100 баллов половину, то есть 50 баллов. Либо если жюри считает, что они за каждый тест ставят 1 балл, вы тогда можете поставить, соответственно, 1 балл за каждый тест. В самой системе здесь по протоколам они делают следующим образом. То есть сама система ставит 100 баллов, если задача полностью решена, либо количество баллов по количеству пройденных тестов. Ну, например, если 10 баллов из 20 он прошел, то она ставит 10 баллов. То есть в протоколах есть такое. Вот. И я напоминаю, уважаемые коллеги, что у нас с вами в соответствии с методическими рекомендациями победители и призеры, если я правильно помню, да, считаются только те, кто прошел порог не менее чем 50% от максимального количества баллов. То есть ребенок должен решить, получается, не менее 3 задач, ну то есть набрать не менее 250 баллов, для того, чтобы он мог претендовать на звание победителя или призера. Но еще раз, коллеги, жюри ваше муниципальное. Вы сами организуете работу, вы сами организуете судейство, и итоговый результативный протокол, вот не тот рабочий, который сейчас на экране, а итоговый, вы будете направлять, соответственно, в комиссию. На всякий случай, по поводу старых учетных записей. Обратите, пожалуйста, внимание, что учитель, да? Естественно, все учителя, которые имеют авторизованную учетную запись, могут пользоваться своими старыми авторизованными учетными записями. Единственная просьба, проверьте, пожалуйста, 2 вещи. Первое, что, естественно, вы можете в систему войти, чтобы вы не забыли пароль. И второй, очень важный момент, что вы можете открыть по ссылке решение задач, и в решении задачи, там, где стоит кнопочка «Подробнее», вы можете посмотреть и увидеть протокол решения любой задачи. То есть конечная задача авторизованного учителя заключается только в том, что он должен уметь, не то что уметь, а то он должен иметь доступ к протоколу проверки решения ребенка.
Сейчас я попробую показать, хорошо? Пожалуйста, обратите внимание. Например, вот сейчас мы с вами видим задачу, которую я использовал во время школьного этапа для создания, для проведения школьного этапа. Обратите, пожалуйста, внимание, вот написана задача, сверху идет строка результаты, вопросы, посылки, разбор, добавить темы и так далее. Дальше идет условия, ниже, соответственно, примеры входных-выходных данных. И вот указана строка выбор файла, название указано, я надеюсь, у всех уже отобразился экранчик, да? Выбор файла, название системы программирования, в данном случае 3 Pascal, кнопочка «Отправить», кнопочка «Обновить». Указано вот здесь вот участник, можно посмотреть, какая задача, статус «Ок», то есть принято, и посмотрите, пожалуйста, статус «Частичное решение». Итак, давайте рассмотрим два варианта. Это когда статус «Частичное решение» и когда «Ок». Первое. Если задача написана полностью «Ок», мы видим справа, что указано, пройдено 13 тестов, да, она показывает, сколько пройдено тестов. Указано, что получил, в данном случае Конов Андрей, да, 100 баллов. И я авторизованным учителем захожу, я вижу кнопочку «Подробнее» здесь. При нажатии кнопочка «Подробно», посмотрите, программа мне показывает код, который я вводил, да. Вторая вкладочка, ну видно всем, да, я немножко задержусь, чтобы было видно. Код вот он показывается. То есть мы с вами можем увидеть программу, которую ребенок написал. И если в этой программе красным будет выделен, например, в кавычках текст, какое-то текстовое описание, мы будем с вами понимать, что что-то неправильно, может быть, это текстовое описание здесь не нужно. Второй вкладыш открываю, протокол. Посмотрите, пожалуйста. В протоколе указано, какие тесты и как пройдены. То есть, видите, например, все 13 тестов пройдено полностью. То есть 100% зачет. При этом, естественно, требования, помните, по задачам. Это и время работы задачи, и используемая память, которая в условии тоже указана. И, соответственно, там технические какие-то записи, но они нам не нужны. То есть мы с вами видим в протоколе, что все полностью тесты пройдены. В случае частичного решения, ну вот я не знаю, у меня здесь может быть вообще как бы его нет, но мы сейчас увидим, посмотрим. Выбираю кнопочку «Подробнее», вижу программу и перехожу в раздел, опять же, «Протокол». И дальше посмотрите, что программа пишет. Неправильный формат вывода. И для всех тестов, которые здесь присутствуют, C13, видите, везде неправильный формат вывода. И мы с вами можем по коду посмотреть, что программа здесь выводила, да, в итоге некое числовое значение. То есть понятно, да? Программа выводит переменную А, числовое значение. А на самом деле в задаче, сейчас секундочку закрою. На самом деле в задаче нужно было выводить либо yes, либо no. Таким образом, по протоколу мы с вами можем даже увидеть, в чем заключается ошибка, в чем заключается проблема. Я надеюсь, это понятно. Это первый момент. Уважаемые коллеги, если снизу у вас не виден ребенок, вы не видите снизу то, что решал, обратите, пожалуйста, внимание, и это очень важно, надо себе где-то отметить, что есть вот такое вот слово «посылки». Вот где строка «Результаты», «Вопросы», «Посылки», «Разбор», «Добавить темы», да, есть посылки. Уважаемые коллеги, авторизованный учитель видит вообще все посылки. Я сейчас открываю их. В диалоговом окне для этой задачи, для задачи «Мороженое», вы увидите, что это за задача, все посылки всех пользователей этой системы присутствуют. И, например, обратите, пожалуйста, внимание. Вот Антон Саенко какой-то, да?
Вот, допустим, это мой ребенок. Я вижу, что у него частичное решение, я вижу, что у него пройдено 9 тестов. Мне нужно проверить, сколько из скольки 9 тестов он прошел. Потому что, видите, поставила система ему 9 баллов. То есть за один тест 1 балл. Я нажимаю Антона Саенко команду подробнее. Я вижу, какую он задачу писал, как он написал ее, да. И в протоколе, обратите, пожалуйста, внимание, я вижу, что у него, например, вот есть тесты, которые решаются, проходят правильно, и есть тесты, которые проходят неправильно. Соответственно, жюри может принять 2 решения. Либо поставить ему 9 баллов, либо посчитать процентное соотношение, сколько у него, допустим, 9 будет в процентах от общего количества, от 13 тестов, и принять решение, что нужно поставить ему, там, ну, допустим, 70 баллов за правильное решение. Это ваше. Вот, если вы считаете, что нужно какие-то баллы зачислить, безусловно, естественно, точка зрения вот тех людей, которые занимаются программированием, естественно, они ставят за один тест 1 балл по одной простой причине, что поскольку наша Олимпиада предполагает выявление правильного написания алгоритмического языка, то есть правильного алгоритма, то 100 баллов, там, 70 баллов и так далее можно ставить тогда, когда система, там, ну, допустим, правильно прописана алгоритм. Раньше же вроде бы ставили. Появился. Уважаемые коллеги, в связи с тем, что возникали технические... Если звук, напишите, пожалуйста, уважаемые коллеги. Есть. Все нормально? Есть. Итак, очень важно, еще раз, уважаемые коллеги, на что хочу обратить внимание. Я думаю, что все условия, наверное, мы с вами разобрали. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я могу на них ответить. Если нужно, сотовые телефоны в описании мои я там приложил, вы можете мне позвонить, могу проконсультировать. Единственное, на что еще раз я обращаю ваше внимание. Очень внимательно отнеситесь к регистрации детей, именно вот чистых логинов. Да? Напоминаю, логин ребенка делаем по маске. Маска начинается обязательно с РК 2017. И там, где фамилия и имя, обязательно укажите город, участник и поставьте номер участника, соответствующий логин. Если логин, соответственно, РК 2017 Воркута 1, то, соответственно, фамилии и имени вы прописываете. Воркута, участник 1. Дело в том, что вот тот пример, который я показал, то есть когда вместо слова yes выводилось числовое значение, это я ошибочно неправильный файл указал. То есть там просто была техническая ошибка. Условно говоря, ребенок вместо задачи А указал файлик с задачей Б. То есть там совершенно другой был алгоритм, он был неправильный. Поэтому здесь вы должны смотреть с жюри на следующий момент. Например, все ваши дети, вот это мой личный опыт, да? Все ваши дети задачи сдали, алгоритмы написаны, но все дети в последней строке вывода данных указали комментарий. Например, значение гипотенузы равно, и дальше выводят числовое значение через переменную. Система проверила, увидела этот текст и написала всем ошибки. В таком случае я просто рекомендую считать, что здесь идет техническая описка. Имеет смысл в программе ребенка текст убрать и с этим же логином еще раз эту программу посадить в систему. То есть это, пожалуйста, это ваше решение жюри. Но вы, как жюри, можете пойти принципиально. То есть если детей заранее предупредили, ребенок прочитал, понял, как должна быть сдана программа в системе. Более того, он имеет право воспользоваться, наверное, консультацией именно в смысле технической сдачи программы. И все равно он сделал программу неправильно, вы как жюри имеете право принять, что вы эту задачу не засчитываете.
Это зависит от вас. Пожалуйста, уважаемые коллеги, еще вопросы? Наш вебинар просто подходит к концу, я быстро могу сейчас ответить. Если вопросов не будет, то мы сейчас уже завершим. Дальше вопросы, соответственно, вы пишите мне лично. Да, кстати говоря, на сайте Informatics появился новый вид технической поддержки. Они используют сейчас мессенджер Telegram. И там, соответственно, Андрей Шестимеров отвечает на вопросы, помогает, вот в том числе он нам помогал при организации непосредственно школьного этапа, ну и будет помогать, видимо, при организации муниципального этапа. Уважаемые коллеги, я жду вопросов. Еще минуту. Если вопросов не будет, то огромное вам спасибо за участие в нашем вебинаре. Я надеюсь, я максимально полно раскрыл какие-то технические аспекты участия при помощи вот этого сайта. То, что мы запланировали на Яндекс.Контекст перейти, естественно, будет в течение года. Да, техническое окончание Олимпиады, именно техническое. То есть задачи закроются в 18:00. Это связано с тем, что во время проведения самой Олимпиады технически сложно посмотреть протокол. А когда задачи закрываются, можно посмотреть протокол, он легко открывается очень быстро и не зависает. Такую техническую проблему. Поэтому 18 технические задачи Олимпиады закроются, и, соответственно, мы будем отсматривать у себя протоколы и заполнять. Я думаю, что, наверное, да. По поводу, может ли через Telegram Шестимеров авторизовать. Можно обратиться будет к нему, да. Попробуйте через Telegram там зайти, установите, пообщайтесь. Единственное, сразу говорю, что он, поскольку, извините, там вся страна проводит Олимпиады на этом сайте, да, то, естественно, он на расхват, да, он не сиюминутно отвечает. Поэтому все это немножко заранее надо делать. Например, я 2 дня пытался ему дописаться, на 3-й день он мне там ответил, и какую-то одну техническую проблему мы с ним там решили. Еще по поводу жюри вопрос. Собирается на следующий день? Вообще, по поводу работы жюри определяетесь вы сами. То есть это на вашем уровне определяется. Смотрите методические рекомендации, как там должно быть и что там должно быть. Я так понимаю, что вы куда-то сдаете ведь потом эти протоколы, да? Поэтому от организатора проведения Олимпиады зависит. Уважаемые коллеги, я вижу, что вопросы закончились. Огромное вам спасибо. Всего хорошего. До свидания.